Один маленький секрет. Большинство из вас и поголовное большинство из нас этого не знает. Моего далекого предка звали Масей. Мусульмане его зовут Муса, иудеи Мойша, англосаксы Мозес, русские Моисей. Но правильное его имя произносится Масей, что в переводе с нашего языка означает рог оленя. Он вывел свой народ из Египта, перевел его через море. Я думаю, все поняли, о ком идет речь. Пречист Аллах – этот любитель коммунизма, который ностальгирует по безбожному Советскому Союзу. На данном видео явно оскорбляет одного из пророков и посланников Аллаха, Мусу, мир ему, коверкая и искажая его имя. Этим он противоречит Корану, ведь в Коране Аллах назвал этого пророка по имени Муса. Более того, его имя упоминается в Коране 136 раз. Не мусульмане придумали ему это имя, а Аллах его так назвал. И для нас, мусульман, этого хватает. Мы верим в Аллаха, а этот человек оскорбляет его, называя его таким именем, которое он не назвал бы даже своего сына. Не подобает пророкам, любимцам Аллаха, иметь такие унизительные имена, ассоциирующиеся с животными или частями тел животных. Возможно, этот человек не отдавал себе отчет в том, что он говорил, и вовсе не собирался оскорбить пророка. Но как бы то ни было, нельзя так явно противоречить Корану и называть пророков такими уничижительными именами. Полагаю, что этот человек придумал эту историю, чтобы подчеркнуть исключительность своей нации. Давно замечено, что представители крайних националистических догм, но ассоциирующих себя с исламом, порой высказывают несовместимые с исламом идеи. Поэтому призываем таких людей пересмотреть свои националистические взгляды, покаяться перед Аллахом и вернуться в рамки религии ислама.